а глаза-то у него желтые. Я говорю: что у тебя такие желтые глаза? Он говорит: я не знаю, у меня болит живот. У меня весь желтый. В срочном порядке у него взяли все анализы. Через день доктор позвонила и говорит: придите, пожалуйста, в поликлинику и возьмите с собой что-нибудь сменное. Он говорит: зачем? Он говорит: пошли со мной. Я пошла с ним. Она говорит, я говорю: а что случилось? Что анализы плохие? Она говорит: анализы плохие, это не то слово. Говорит, ему нужно срочно в инфекционную. Вызвали медицинскую эту машину, и его увезли в инфекционное отделение. Ну, я ему пришла, принесла с собой, было у меня полкоробки химохима, я ему принесла и говорю: так, пей срочно, не по одному, не по два, а по 3 штуки хотя бы, утром, днем и вечером, в обед. В клинике взяли анализы, дополнительно обследование, там разные, я не знаю, но анализы долго ходили, куда-то даже в Санкт-Петербург отправляли. И, в общем, у него выявился гепатит С. Где он его подхватил? Либо он зубы когда лечил, либо его на операции наградили, я не знаю. Но факт тот, что и причем в острой форме. Меня вызвали в поликлинику, она и говорит: ну, вы знаете, у него такой диагноз, вы будьте готовы ко всему. Может быть месяц, может быть 2, но с таким диагнозом долго не живут. Почему, говорит, у него такой... Отправили его на фиброскан. Печенка была, конечно, в ужасном состоянии. Там уже цирроз был, не знаю, какой степени, но он сказал, конечно, доктор его успокоил, что все это восстанавливается, если вы будете поддерживать диету и вот терапию, которую вам назначил врач. Конечно, он у меня человек очень исполнительный, и мы начали делать терапию, которую ему назначили. И химохим, я говорю: знаешь что, жалеть нам нечего, деньги нам копить. Зачем, если у тебя так все сложно? Давай-ка мы купили 4 сразу коробки, и он у меня пил по 4 пакета в день. Вот 6 месяцев изо дня в день он у меня пил по 4 пакета в день. То есть убойную дозу он принимал химохима. Вот такие пакетики. Вот кто не знает, у нас химохимчик вот так вот в такой коробочке продается, да? Вот такие коробочки. И вот он у меня пил по 4 пакета в день. Утром, днем, в полдник и вечером. На ночь он пил. Это было, значит, в мае нас кладут планово в больницу, в стационарную инфекционную, уже в клинике мединститута. Он сдает там анализы, проходит все обследование. То есть его отправили лечиться. Доктор к нему приходит, когда пришли анализы, и спрашивает его: Николай Михайлович, а у вас действительно был подтвержденный гепатит С? Он говорит: а что, я сам придумал, что ли? Да? Она говорит: а вы знаете, у вас его нет. Он говорит: как нет? А я что тогда тут лежу? Она говорит: ну, вас же направили как бы с гепатитом профилактически, вы теперь на учете стоите, вы обязаны это. Короче, он пролежал 21 день, ему еще там проставили системы, но благодаря химохиму, только благодаря химохиму я ему пою оды теперь, что он излечился от гепатита С. Вот благодаря химохиму гепатит, когда он его заразился, да, он прошел инкубационный период, он в организме у него, конечно, очень много натворил. Как он лечился, какие у него были боли, я не буду сейчас рассказывать, но боли были ужасные, потому что еще на фоне лечебной терапии и вот химохима, он у меня на стенке лез, очень было тяжело ему, но он все это выдержал. И вот в мае у него уже диагностировали, что гепатита у него нет. Вот такие, ребята, у нас... результаты в нашей семье. Я буду рада, если кому-то поможет мой отзыв. Благодарю.